Or so it seemed to me. I knew there had to be someone, and I was calling out, calling out, and so I looked for you. Search the universe. Ну что, приветствую. Вот мы и велопутешествие. Первый раз в Соединенных Штатах Америки, вообще в Северной Америке. Я поехал на дальняк со своим сыном. Кто-то, может, еще не знает, что у меня есть сын. Зовут его Ильдарка. Обзор сына этот, в общем, 2,5 года. Ой, уже почти 3. 2 года и 10 месяцев, да, нам, Ильдарка? Вот. Чисто американец. Коренной. Вот. В общем, что, решили прогуляться по округе Дайтона. Есть у нас по времени примерно дней 10, 8 или 7. Ну, короче, где-то так. Вот. Едем недалеко, спокойно, не спеша, по местным лесам здесь. Вот. За вот эти 8 дней как бы насладиться природой нужно, кайфануть. Вот, тем более с Ильдаркой мы едем первый раз на велосипеде. Для него это первое путешествие, да? Еще не знаю, как он с ним справится. Вот, ну, все должно быть хорошо. Взяли динозавра, главное, он огромного, тяжелого. Да, Ильдарка? Так что все будет хорошо, он будет нас защищать от всех крокодилов, пантер, медведей. Да, Ильдарка? В общем, все по кайфу. Будем двигаться не спеша. Сейчас едем вдоль. Сейчас вот выехали из дома буквально час назад. Доехали до пляжа. И вдоль пляжа сейчас как раз отлив. Можно ездить спокойно. Песок здесь как бетон. Никаких проблем. Вот, так что круто, да, Ильдарка? Вообще круто, наконец-то. А то мы засиделись дома уже. Надо проветриться. И дома от нас отдохнут. Так что круто, поехали. Сегодня 13 октября. Да, 13 пятница. Температура 30 градусов и высокая влажность. Как бы 30 это не жарко для 13 октября. Не, хотя жарко, да. Были на хорошие дни, но вот сейчас опять влажность пришла. Солнце, оно не страшно. Вот влажность, когда вот тогда вот прям постоянно хочется в душ сходить. Все липкое становится. Вот. Ну ничего, это пару дней только будет, потом будет 22 днем. Вообще кайф будет. Фух. Едем сейчас на север, в сторону городка Сен-Августин, вдоль побережья. Сегодня проедем немного, миль 20, наверное, не больше. Не гоним, вообще спокойно, кайфуем.
проехали 21 милю. Вот, я уже подустал, время 3 час. Все-таки я не вкатан. Ну, не спешим никуда. Вот Ильдарка поспал 1,5 часа, я ехал, пока он спал. Да, вот сейчас остановились, скоро уже ночевку будем искать. О, хорошо. Да, конечно, флоридские леса это не чувашские. Здесь вообще не найдешь никакой проплешины, чтобы залезть куда-нибудь, там, найти место под палатку. Тут сплошной вот такой вот зеленая стена сплошная. И вообще не проберешься. Только если где-то тропинки какие-нибудь. Сейчас тут еще сложности с поиском ночевки. Это из-за того, что вода поднялась, везде подтопило все речки, все вон тропы. Вот здесь тропа раньше была, вон там смотровая, сейчас все затоплено. Сейчас принял душик в туалете, там из-под крана просто себя обливал. Кайф такой. Сейчас пока с ночевкой повременим. Решили покушать. Кушать очень хочется. Сейчас в мангале здесь зажгем. Гречку с макаронами. Деликатес. Вкусно. Поели. Хорошо стало. Получше стало. Сейчас жду, пока солнце чуть-чуть пониже опустится. А то, блин, душновато, жарковато ехать. В жару вообще плохо ехать. Вот я вспоминаю, когда там в Вьетнамах, там в Таиландах ездил. Тяжело, ничего не охота. Пить охота, ехать никуда не охота. Просто лежать где-нибудь в тени и все, не двигаться. Вот сейчас так же. Хорошо, вот это только пару дней сейчас будет, а потом 22 градуса будет днем. Это вообще прям кайф. Там и 17 ночью. То есть это вообще холода после во Флориде, считай. Муравьев там нашел, да, много-много. О, нашли питьевой фонтанчик. Надеюсь, работает. У нас уже бутылка ушла. Не работает, блин. Все, вроде нашли место. Недолго искали. Вот такое тупиковое. Там дальше уже там заросли, не проехать. Вот и здесь палаточку поставим. Вполне неплохо. Сейчас солнышко быстрее бы уже пониже село. Фух, сейчас искупался обалденно. Пусть что и в соленой воде, прям надо было ополоснуться хоть в чем-нибудь, потому что вот это вот слизь, можно сказать, пота с этой влажностью прям неприятно. Лучше в соленой воде реально окунуться и искупаться. Сейчас будем скоро палатку ставить. Она тут недалеко, поэтому мы опять пришли сюда. Кайф тут в океан.
Приготовили покушать. Сегодня вообще весь день как-то через одно место все идет. Ложки забыл сегодня. Ложки, вилки, ничего нету. Едим как придется. Сейчас, малыш, подожди. Тунец. Сам открываю. Вот, а так, денек неплохой. Сейчас главное выспаться, потому что недосыпы все вот эти городские, так скажем, квартирные, они дают о себе знать. У меня всегда первый день путешествия — это просто куда выехать за город и отоспаться, короче. Так что сегодня рано ляжем, да, спать? Ты думал, песок не хочешь? А. Да, сейчас будем есть. Вкусно. Конечно, после речного путешествия так непривычно. Воды нету в доступе в достаточном количестве. Даже посуду не помыть. Ну, сегодня, ладно, мы вообще не подготовились. Я как-то об этом вообще не думал. Главное было из дома выехать и все. Вот, в следующий раз я уже подготовлю. Надо галлон купить, бутыля. И уже на вечер себе, чтобы там помыться, подмыться, постираться. Ой, постираться, говорю, посуду там помыть. Вот. А возле реки классно. И оттуда же воды набрал. Там же посуду помыл. Блин, кайф. Да, Дака? Дак счастливый. Грязный, чумазый весь. Я тоже грязный, он весь в песке. Да? Скоро спать ляжем. А вот из Канаверал запустили ракету. Я прям такой смотрю, что-то такая яркая. То ли самолет такой летит, что ли, яркий. Фью. SpaceX, наверное, что-то запустил опять. На закате, конечно, это вообще нереально красиво. Да, он красиво летит, да, Эдака? А, да, красота вообще. Угу. Там какая медуза пошла красивая. Отделение произошло. Вон две видно. Вон два носителя. Вот сейчас будут спускаться. Это тоже зрелище, кстати. Вот два носителя отделились, прям видно четко. Вывели
аппарат на орбиту, можно сказать. Он сейчас будет спускаться где-то в океане. Ух, идем в ночи. Идем в поисках туалета. Все-таки надо ополоснуться. Надеюсь, что туалет будет открыт. Туалет он здесь недалеко, вот где парк был. Потому что лежим все липкие. Ужасное чувство, прям вообще дискомфортно. Ради которого можно даже полмили в ночи пройти, чтобы ополоснуться.